Вы только что объявили о постепенном сокращении американского военного присутствия в Афганистане. Как, по вашему мнению, должны воспринимать это афганцы? Думаю, это показатель того, что активная операция, которую мы начали полгода назад, принесла успех. Это также показатель, насколько серьезно мы относимся к передаче ответственности. В 2009 году я объявил, что мы направим дополнительно 30 тысяч военнослужащих, и наша цель была абсолютно определенной. Мы должны были остановить наступление талибов, которые брали страну под свой контроль, и мы должны были использовать это время для того, чтобы подготовить афганские силы безопасности с тем, чтобы у самих была возможность оборонять собственную страну. Мы достигли за это время огромного прогресса. Были дополнительно подготовлены 100 тысяч афганских военнослужащих. Такие районы, как Кандагар и Гельмент, были отняты у талибов, так что местное население обрело большую безопасность. Сейчас мы выводим 10 тысяч военнослужащих до конца этого года, дополнительные 23 тысячи будут выведены до конца следующего лета. Так что мы приведем численность наших войск к тому, что было до контрнаступления, а затем мы продолжим передачу ответственности по мере того, как будут усиливаться, собственно, афганские силы безопасности с целью завершить этот процесс в 2014 году. Ну и после 2014 года мы хотим быть уверены, что мы будем поддерживать крепкие связи с афганским народом и афганским правительством. У нас не будет такого военного присутствия, но мы надеемся на экономические программы и программы развития страны, так что мы будем работать с афганцами так же, как работаем сейчас. Какое воздействие ваше решение окажет на союзников по НАТО? Например, можно ли исключать, что союзники по НАТО не начнут вывод собственных войск до того, как будут выведены войска США? Мы, конечно, провели очень тесные консультации с нашими союзниками по НАТО до того, как принимать это решение. Я сам обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО, а также со странами, которые вносят наибольший вклад в эту операцию. Они все понимают, что мы проводили контрнаступление, которое мы завершаем сейчас, но наш основной воинский контингент из 68 тысяч человек сохраняется до конца следующего года, с тем, чтобы мы могли придать передаче ответственности в стране такой темп, который отражал бы способность афганских сил безопасности самостоятельно обеспечивать потребности собственной страны. Так что ваше нынешнее решение отражает ситуацию в Афганистане. Как вы принимали это решение? Это сочетание дискуссий с генералом Петреусом, с командирами на местах, но также учет мнения афганского правительства. Одна из ключевых проблем — соблюсти правильный баланс, показать афганскому народу, что мы хотим видеть суверенный и безопасный Афганистан, что мы понимаем, что чем в большей мере афганцы смогут взять ответственность на себя, тем всем нам будет лучше. Но мы также должны быть уверены, что мы не спешим уйти преждевременно, создавая угрозу, что афганцы вновь окажутся в положении захваченного народа. И мне кажется, что цифры, к которым мы пришли, отражают правильный баланс. Они соответствуют постоянной передаче ответственности и позволяют нам укреплять партнерство с афганской стороной. Ведь не забывайте, что сами афганцы день ото дня ведут борьбу, умирают за свою страну, за свободу, за свое достоинство. Мы же хотим показать, что остаемся надежным партнером, но также хотим послать афганскому народу сигнал. В конце концов, это ваша страна, и вы должны быть готовы принять за нее ответственность. Вы упомянули афганское правительство. Президент Карзай довольно критично высказывается о США и НАТО. Вас беспокоят эти заявления? И какого рода партнером он был до сих пор? President Karzai, I think, has the same strategic interest that we have, which is... По большому счету, я думаю, что у президента Карзая тот же стратегический интерес, как и у нас, а именно суверенное и стабильное афганское правительство, которое способно определять свою собственную судьбу, которое пользуется поддержкой международного сообщества в целом и Соединенных Штатов в частности, как сильный партнер, способный отвечать чаяниям афганского народа.
Конечно, в той сложной обстановке, когда внутри страны находится большое количество иностранных войск, напряжение будет возникать. И, естественно, вы знаете, что ежедневные действия и тактика на местах приводили время от времени к напряжению. Но в целом в его интересах сделать так, чтобы Афганистан не был прибежищем для террористов, чтобы страна подчинялась афганской конституции. Те обязательства, которые он на себя взял, полностью отвечают тому, что я определяю как американские интересы. Мы говорили уже о европейских союзниках и о НАТО. Вы знаете, что в Европе существует определенная усталость от этой войны. В Соединенных Штатах такая усталость чувствуется, и как вы с этим справляетесь? Well, look, there's no doubt that after almost 10 years of war in Afghanistan, that Без сомнения, после 10 лет войны в Афганистане ее цена и в потерянных человеческих жизнях, и в затраченных средствах изнуряет людей. Хорошо то, что мы передаем ответственность афганской стороне, когда мы сильны, потому что контрнаступление было успешным, потому что мы смогли остановить талибов, потому что мы больше контролируем безопасность и потому что развиваются, собственно, афганские силы. Мне кажется, что и американский народ, и все союзники, с которыми я говорил, хотят быть уверенными, что мы доведем дело до конца, что мы передадим афганцам безопасную страну, и они смогут ее такой поддерживать и дальше. Мы хотим сделать это совместно с афганской стороной, уважая афганское законодательство и безопасность страны, но мы также хотим удостовериться, что мы не отказываемся от цели, в которую столько всего вложили. Вам не кажется, что у некоторых сегментов афганского общества сложится впечатление, что Соединенные Штаты их бросили? Не думаю. Не забывайте, что мы говорим о 10 тысячах военнослужащих, которые должны покинуть страну до конца этого года, и еще о 23 тысячах, которые должны быть выведены до конца следующего лета. У нас по-прежнему останется там 68 тысяч, и плюс к этому все войска партнеров по коалиции. Это по-прежнему солидное военное присутствие, но нынешнее решение дает сигнал, что афганцы постепенно принимают на себя все больше и больше ответственности. Гражданское примирение — словосочетание, которое часто используется в Афганистане. Как вы определяете примирение и какова роль Соединенных Штатов в этом процессе? Соединенные Штаты поддерживают идею переговоров, по крайней мере, с отдельными элементами движения талибов? Я неоднократно говорил о том, что для того, чтобы принести в регион настоящий мир, нужно политическое решение. Но условия этого политического решения исключительно важны, и мы ясно очертили наши критерии. Мы поощряем афганскую сторону на переговоры, и мы сами готовы говорить с кем угодно, но они должны прервать любые связи с Аль-Каидой, они должны подчиняться афганской конституции, и они должны прекратить насилие с целью захватить политическую власть. Если они пойдут на все это, тогда, я думаю, есть реальная возможность найти такое политическое решение, которое в конце концов даст афганцам облегчение после 30 лет войны. Но важно, чтобы наши военные усилия поддерживали эти политические шаги. А это значит, что талибы и все остальные должны понять, что пересидеть и дождаться нашего ухода им не удастся. Мы будем продолжать оказывать на них давление с тем, чтобы они сели за стол переговоров, соблюдая афганскую конституцию. Outlast us, that we're going to be in a position to continue to put pressure on them to make sure that they come to the negotiating table with a spirit of observing Afghan constitutional law.